2021 год для Минсельхоза Ингушетии начался с изменений в животноводстве. Еще в начале года по указанию главы республики ГУПы региона закупили за пару месяцев 320 голов крупного рогатого скота и более 3000 мелкого. И это число с каждым месяцем только росло. Позже глава республики лично проверял, как проходит процесс приобретения животных, а также оценил сельское хозяйство региона. У меня такое доброе состояние сейчас, как будто бы я вернулся в детство, в станицу, где я вырос, где были прекрасные колхозы, совхозы, бригады. И вот сегодня я увидел, что возобновляется сельское хозяйство у нас. Крупнорогатый скот, у нас овцеводство. Вы представьте себе, сегодня, где мы находимся, этот ГУП банкрот. Его списали уже. А сегодня, как и по нашим данным статистическим, и по докладу министра, руководителя, они не имеют ни одной копейки задолженности, ни налогов, ни по зарплате, ни кредиторки. И у них прекрасное будущее. Все 12 ГУПов, они были закредитованы, они были убыточные, у них было зарплаты много, задолженности. Сегодня, это уже на конец даже того года, представь себе, и то, что меня радует, что у нас ни один ГУП не должен ни одну копейку. Ни по налогам, ни по зарплате, ни кредиторки нет. Я сегодня, как человек, получил, знаете, праздник у меня сегодня. Увиденное мною для меня это праздник, потому что возродилось. Глава региона отметил, что сельское хозяйство – одно из основных направлений развития экономики республики, и перед правительством поставлена задача как минимум обеспечить мясом внутренний рынок субъекта. Это поможет поднять налоговую базу, а также регулировать цены на мясомолочную продукцию. Особенно было заметно, как росли цены в канун праздника Мархаш. Обычно торговцы стараются, наоборот, снизить стоимость продукции на большие праздники, но из года в год на рынках республики наблюдается совсем другая картина. Меня возмущало это. Марбят, царь Эдя, ахч, цены повысили. Мардина, мясо до 500 рублей. И тогда было решение принято, чтобы ярмарки вот мы устроили. Мы теперь их сделаем месяц-два будем. Мы вот этих вот друзей, которые, ну не хочу ругать их, наверное, у них плохое воспитание. Они осиротела их душа. Все было завозное с других регионов. И вот тогда задача была, и мы это сейчас делаем. И у нас их будет кормовая база республики в целом позволяет нам, как мне посчитали, это 30 тысяч. Вот мы должны эту цифру держать, потому что у нас другой кормовой базы нет. Больше ее нет, понимаете? Будет снижение цены. Во-вторых, все вейлусага, мягкие сагдалары, ханс гурб хадуачан гурб далары, вейнахгр майка, вейгупыш нахгр майка, it's that's. Вейгдуац хамди, it's дывей, за пределами. Есть у нас мясо, будем покупать свое мясо. И поэтому я дал указание. Гурб Держхан где-то 1500, по 200, по 300 у каждого ГУПа закупим, чтобы у них были деньги. На эти деньги они будут опять пополнять молодняком. Естественно, там они будут и за ГСМ расплачиваться, за те и другие долги свои. Но мы им будем помогать. Но уже получилось так, они сами зарабатывают. В течение года поголовье скота только увеличивалось. Мало того, что уже купленные животные дали приплод, так ГУПы приобрели еще. К концу 2021 года, по данным Минсельхоза, их число достигло почти 11 тысяч голов. За последние годы у нас активно развивается животноводство. Это было прямое поручение главы. Это в рамках выездных совещаний, куда выезжал глава, сельхозобъекты, наши сельхозобъекты. Да, у нас действительно было много простаивающих объектов животноводческих, пустовавших, скажем так. Увидев это все, сам выехал на место, глава дал поручение, чтобы мы эти помещения заполнили, что мы успешно выполняем на сегодня. На сегодняшний день нами куплено 9600 голов.
мелкого рогатого скота, то есть овец, и 500 голов крупного рогатого скота. Это задание на этот год нами выполнено. Мы эту работу, конечно же, будем продолжать. Мы будем строить новые животноводческие объекты и заполнять те простаивающиеся старые животноводческие объекты. Это то, что касается животноводства. Другим важным направлением Минсельхоза Ингушетии является растениеводство. Пшеница, кукуруза, овес, ячмень – вот основные культуры, которые сегодня выращивают в республике. Были у нас сложности в сфере растениеводства. Это в основном погодные условия. Нам не могли показать те результаты, которые мы планировали, но последние годы с приходом нового министра, с приходом нашего главы, конечно, ситуация поменялась. Дело в том, что нашим министром, воспользовавшись своими личными связями, заключен контракт с Агрохим Шовково, откуда мы централизованно получаем эти последние 2 года как удобрения, семена, средства защиты растений, все, что нам необходимо, мы централизованно. Это у нас, надо признаться, я работаю уже около 7 лет в сельском хозяйстве. Эта работа в таком режиме у нас проводится впервые. Мы централизованно, нигде не уезжая, партнеры у нас надежные. Вся продукция, поставляемая ими, у нас семена, допустим, те, которые мы получаем, это высших репродукций семена, это элита, суперэлита. Вот. Поэтому, и, конечно, результат не делается одним днем. Все плановые показатели, которые нами были заложены, выполняем. Мы те результаты, которые нами были запланированы, мы достигаем. А окончательно, насколько это будет перевыполнено, или же какие результаты, это по завершению сельскохозяйственного года. 2021 был примечателен и началом работы крупного птицекомплекса «Южный». В инкубатор по выращиванию птицы одновременно заложили 75 тысяч яиц. В этой части птицекомплекса будут храниться яйца 2 пород индюшат – английской и французской селекции. Инкубационный период 28 дней. Появившись на свет, цыплят отправят на площадку выращивания, где они останутся до убоя. Мясо индейки ценится во всем мире. У инвестора уже есть достигнутые соглашения по поставке готовой продукции на прилавки розничных сетей магазинов. 12 птичников еще. 12. И там они доходят? Там они доходят, самки до 100 дней, Так. 10-12 килограмм в живом весе. Через 100 дней самки идут на убой. Мясоперерабатывающий завод, отдельный мясоперерабатывающий завод, самый современный, который на Северном Кавказе. И куда ты их повез? На мясо, на убойный цех, мясоперерабатывающий завод. Убойный сделал. У тебя холодильные камеры сколько? Все. Не, сколько там? На 2 недели хранения. Не, тонн сколько? Ну, где-то по 1000 тонн. По 1000 тонн? Да. Все, они заморозки, все нормально? Нет, мы сначала ведем свежемороженое, мы их не замораживаем. Самое с кем у тебя мясо. Соглашение? Предварительные с Магнитом, с Пятерочкой, с Чехией есть контакты. Ну, как бы у нас особых проблем нет. А логистика какова? Логистика автотранспорта. Производительность комплекса, согласно расчетам, достигнет 10 235 тонн продукции в год. На объекте создадут более 500 новых рабочих мест. Объекты инкубационного цикла подращивания и доращивания индейки укомплектованы новейшим европейским оборудованием. Помимо мяса, у нас очень много будет продукции глубокой переработки, колбасы, сосиски, копченая индейка, пастромы, все. У нас полная линейка, вся, вот все, что делается из индейки, у нас вся линейка. Мы закупили самые современные оборудования. Серьезную роль в жизни Ингушетии играют и национальные проекты. По линии Минсельхоза в республике реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в рамках нее в горных сельских поселениях Ляжги и Альгети строятся Дом культуры и школа. А в Вежере-Юрте открыли первый для сельчан детский сад на 120 мест. Я настолько рад, что у вас сегодня теплый, уютный детский сад. Я знаю, что вам этого не хватало. Я знаю, что это нужно мамам. В первую очередь, конечно, вам, но и мамам тоже. Они будут более свободны. Они будут больше работать.
приносить вам денежку домой, помогать вам. Вот. А вы будете помогать своим поведением, знаниями, учебой и готовиться к будущему. Сегодня я хочу сказать, что искренне, настолько мне приятно находиться здесь и видеть вас такими красивыми, такими нарядными. И номер, который вы сейчас сделали, вы, наверное, еще концерт у вас. Поэтому я хотел бы искренне поздравить вас. 2021 год точно запомнится жителям Вежери-Юрта. Здесь построили первый в истории села новый дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. А детский сад замыкает важные открытия года. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» также по всей республике строятся линии газовода, электроотведения, ремонтируются дороги. В Жайрахском районе построены очистные сооружения, проведены газоводопроводы. Это сельское поселение Ляжки. Вот. Это то, что сделано в рамках, да, многие десятки, и в других населенных пунктах нами десятки километров построены газо- и водопроводы. Обустройство сельских территорий проведено, это как освещение, тротуары. Вот. Это то, что сделано в рамках программы КСТ. В 2021 году состоялся первый в республике конкурс личных подсобных хозяйств. В нем приняли участие около 200 человек. Финалисты и представить не могли, что привычный с малых лет труд в своем собственном огороде будет когда-то оценен на республиканском уровне. Через месяц подвели итоги. Первое место и денежный сертификат на сумму в 1 миллион рублей выиграла Рапият Пидиева из Датыха. Конкурс на лучшее подсобное хозяйство, инициированный главой республики, стартовал 1 июля и проходил в 2 этапа. На первом проводилась оценка и отбор участников конкурса. Во втором этапе за победу боролся 91 участник. Выбрали 13 лучших, набравших наиболее количество баллов. Победителей награждал лично глава республики. В 2021 также был началом для возрождения виноградников в республике. Этой культурой решил заняться фермер из Нового Реданта. В советское время Малгобекский район был центром выращивания винограда. Многие семьи находили работу, здесь даже был свой винный завод. Но после перестройки все было ликвидировано. В настоящее время в республике заложено порядка 400 гектаров виноградников. Всего планируется довести площади под ними до 1000 гектаров к 2030 году. 2021 был урожайным для тех, кто выращивает фрукты и овощи. Успешно закрыли год такие предприятия, как Сад-гигант Ингушетия и агрокомплекс Сунжа. Сад-гигант собрал более 30 тысяч тонн яблок, а мощность агрокомплекса Сунжа составляет 5000 тонн продукции в год. Объем инвестиций 1 миллиард 700 миллионов рублей. Реализация второго этапа на сумму более 6 миллиардов предполагает выход на полную мощность с объемом до 23 тысяч тонн в год. Его планируют реализовать до конца 2022 года. Муслим Ганиев. Итоги года.